клоняю в утомленье, непослушной мысли нету сладу, улетела птица вдохновения, вновь за ней спешить в погоню надо. Только не иди за птицей вещей на лужайку, где цветут тюльпаны, а спеши туда, где волны плещут, к морю жизни, глуби океана. Лауреат Государственной премии СССР, видный общественный деятель, народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар. И таким довелось видеть Мирсаиду Миршакару свой родной край Памир, в ту далекую теперь эпоху становления. Памирский горец голоден и сир, такой нигде не встретишь бедноты. Прожить ли человеку без мечты? Поэты сочиняли чорбейты, где воспевали землю красоты. Случалось и такое иногда, что люди пропадали без следа, на поиски бесплодные уйдя, тропами ветра, снега и дождя. Я был в далекой юности своей не лучше остальных и не глупей, и в зрелости я тихий был мужик, памирский камень сталкивать привык. Незабываемым событием детских лет Миршакара остается участие в первом всесоюзном слете пионеров. Тогда ему посчастливилось увидеть Владимира Маяковского. Позже Миршакар назовет его своим учителем. Стрелки курантов сомкнулись туже, стали одной золотой чертой. Ночь, голубые хоромы стужи, площадь и звезды над площадью той. Ветер гудит все реже и злее, хлопья с заречной несет стороны, глаз не смыкают у мавзолея два молодых солдата страны. Холод этой морозной ночи их не заставит покинуть пост, ибо они всей планеты очи служат под сенью кремлевских звезд. Поэма Миршакара «Ленина по мире» – одно из ключевых произведений его творчества. Написана она в 1955 году. Но время бессильно перед произведением, которое пронизано любовью и благодарностью к великому Ленину. Легенда о золотом кишлаке веками жила у горцев Памира. Страна, в которой нет ни господ, ни подданных, ни богатых, ни бедных, нет угнетения и бесправия, где счастливо живут и трудятся люди, была вечной мечтой многострадального народа. На глазах моего поколения произошли грандиозные изменения в Таджикистане, на Памире. Народ стал свободным, народ стал хозяином земли. Советская власть сделала легенду о золотом кишлаке былью. Об этом я написал в моей поэме «Золотой кишлак». Вы были молоды, когда ушли на поиски неведомой земли. Устали вы, состарились в пути, но не сумели до нее дойти. Отец, не плачь, собою овладей. Ты у себя, на родине своей. Ты в нашем старом давнем кишлаке. Вот лысая гора невдалеке. На том клочке, где ты стоишь теперь, был некогда там старый дом, поверь. Ты 20 лет отсутствовал, о так. Тобой владела древняя мечта. Но где-то есть счастливая страна, полна любви и жалости она. Но счастья нет готового нигде, ни на земле, ни на другой звезде. Счастливых и несчастных нет планет, и жалости, отец, на небе нет. Ты у себя, вот все, что видишь здесь, гирлянды роз, и хлеб желанный есть, и каждый плод, и каждый новый дом добыты нашей волей и трудом. У нас не рай, был труден каждый шаг, но ведь достроен золотой кишлак.
Жизнь Мирсаида Миршакара неразрывно связана с жизнью народа. С ним делил поэт и нелегкий труд, и радость побед. В этой связи источник высокой гражданственности всего творчества Миршакара. مردم تاجیک می باشد و ساختمان آن امسال 50 سال پر می شود. این ساختمان و این وادی امروزه هدیه پارتی کمونیستی و دولت سوویتی به خلق تاجیک می باشد. این ساختمان Сегодня стремительные воды реки Вахш послушны воле людей. Они вращают турбины многих гидростанций, от небольшой перепадной до гиганта Нурека. Вахш орошает тысячи гектаров плодородной земли. Безжизненная пустыня стала жемчужиной Таджикистана, основным поставщиком тонко-волокнистого хлопка страны. А началось все со строительства Вахшского канала полвека назад. Это была первая большая стройка республики. Канал строила вся страна. Я работал редактором газеты и был секретарем комитета комсомола Вахшстроя. Как и тысячи других молодых людей, прошел школу мужества, гражданственности, патриотизма, познал истинную дружбу. Там я стал поэтом. Громыхнув грозовым ливнем, туча скрылась за горами, молоко луны разлилось, в серебро весь мир оправив. Но уснуть земля не в силах, словно песня звон металла. Юность нашего призыва пробивает путь к каналу, чтобы смог с пустыней дикой Вахш навеки повстречаться, чтобы смог узор чудесный выткать из садов и из плантаций, чтобы стала для таджика та пустыня краем счастья. Комсомольский друг мой давний, украинский брат Платон, помнишь, рев катился валом, Вахш, как лев, был разъярен. Наши песни были громче, то был будущего звон. Лауреат Государственной премии СССР, первый секретарь правления Союза писателей Таджикистана, поэт Мумин Канаат. Крупных современных поэтов республики и страны. Его заслуга прежде всего заключается в утверждении реалистической поэме, новой поэме, современной поэме о нашей жизни, о нашей действительности, в особенности для детей и юношества. Начиная от «Золотого кишлака», «Непокорный пянч», «Ленина по мире», потом поэме другого плана для взрослых читателей уже «Ленивая степь», «Страница любви». И вот последняя поэма, посвященная поэту и философу и мыслителю нашего народа Насиру Хусрау «Бунт разума». Они как-то в наших условиях сегодня именно Самая большая страсть Мирсаида Миршакара – дети. О них и для них поэт пишет много. Мир детей – это всегда мир открытий. Поэтому так часто встреча Миршакара с ребятами. И тут радость, конечно, взаимная. Отличное место на свете – Луна, но Родина лучшая в мире страна. Под знаменем счастья, под флагом свободы текут в ее реках чистейшие воды. Горячее солнце над нею встает, любовью она согревает народ. Поэтому сердце пилота стремится скорее на землю родную спуститься. Когда восстала беднота, чтоб корень гнета сжечь, когда слепая темнота добыла светлый меч, меч лучезарный, как мечта, и поклялась сберечь, на помощь русские пришли, дихканам, беднякам, и знамя Ленина несли в глухие горы к нам.
нам дали землю, алый свет. Зажгли в сердцах сердец, нам дали Ленина декрет. И Ленин, наш отец, открыли школу для детей, правительство. И вот забыли люди звук плетей и тяжкий груз невзгод. Как соли вьюг от непогод, растаял вьюг невзгод, растаял вьюг, и путь вперед стал легок, как полет. Узнали дети бедняков и книгу, и перо, о щедрость ленинских даров, его идей добро. شما شاعر خلقی تاجیکی رو میر شکره شما میشناسین؟ بله. کی میشناسه؟ ما میشناسم. کسی شعرش یاد داره که بخونه؟ بله. سوال داری؟ بله. Афганские ребята, которые отдыхали в пионерских лагерях республики, тоже оказались большими поклонниками поэзии Миршакара. Снегу столько намело, стало все вокруг бело, только щеки у ребят красным пламенем горят. Подрумянил даже нос для забавы Дед Мороз. بابا برفی می شود مهمان هر خاندان هدیه می آرد به ما بابای مهربان. با سرعت سوی فردای درخشان که کامونیسم باشد بندری آن همی دارد شنا کشتی تاریخ و فرمانش بود در دست انسان هزاران آفرین بر عصر ما باد. Из племени людей я горд за человека. Я сделал все, что мог. Среди забот и дел я постарел в трудах, шагая в ногу с веком, чтобы родимый край с годами молодел. Сокровищ не скопив, ни малых, ни великих, я думал о другом. Мечта мне сердце жгла, чтобы водой живой наполнились арыки, чтобы жажду утолить моя земля могла. От суховея лист чернел в садах опавших, но с верой я глядел в грядущее, вперед. Я знал, в родных горах, подобно водам Пянжа, проложит к счастью путь свободный мой народ. Спасибо. Жизнь Мирсаида Миршакара богата и счастлива наставниками и друзьями. Садриддин Айни, Абдулькасым Лахути, Мирзо Турсунзаде, писатели других братских республик нашей страны, зарубежные деятели литературы и искусства. Таким широким признанием награжден труд Мирсаида Миршакара как поэта, общественного деятеля, убежденного интернационалиста и коммуниста. Пусть будет новый день суровей и трудней, он мне желаннее моих ушедших дней. Я говорю и повторяю страстно, мелодия грядущего прекрасна.